Мудрость, устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И Твоему Духу. Читание Святого Евангелия поводле Иоанна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухай уважливо. Увечары того ж першага дня тыдня, коли ці веры там, где собрались вучні, были замкненные за страху перед юдеями, пришел Иисус и стал посередине, и каже им: «Мир вам!» И сказавши это, показал им руки и бок свой, и узрадовались вучні, убачивши Господа. Иисус же снова сказал им: «Мир вам! Як послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказавши это, зимухнул и каже им: «Примите Духа Святого, кому отпустите грехи, тому будут отпущены, на ким покинете, на тым застанутся». А Тамаш, один з 12, называемый Близнюк, не был с ними, коли приходил Иисус. Казали ему іншие вучні: «Мы бачили Господа». Але он сказал им: «Коли не убачу на руках его ран от свеков, и не укладу пальца моего у раны от свеков, и не укладу руки моей у бок его, не поверу». И праз 8 дён снова были в доме вучні его, и Тамаш с ними. Приходит Иисус, коли двери были замкненные, стал посередине и сказал: «Мир вам!» Потом каже Тамашу: «Дай палец твой сюды, и погляди на руки мои, дай руку твою, и уклади в бок мой, и не будь неверующим, а будь верующим». В отказ Тамаш сказал ему: «Господь мой, Бог мой». Каже ему Иисус: «Ты поверил тому, что бачил меня. Щасливые тыя, які не бачили и поверили». Многое ще зробив Ісус перед вучнями своїми і інших чудов, про які я не написано в книзі гэтай. А гэта написано, каб вы поверили, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и как верующие житье мели в имя Его. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Христос воскрес! Сапраўды воскрес. Дорогие браты, дорогие сестры, сябры, сегодняшняя неделя у нашей литургичной традиции называется антипасха. Анты не тому, что это нечто негативное, супротивлеглое Пасхе. И она так называется, бо у дадзеным контексте эту приставку анты можно было бы перекласти как іншая або другая. Таким чином, назва сегодняшней недели отрымливается новая або другая Пасха. Але навошта новая? Чаму другая? Ці нам недостаткова Пасхи нашего Господа Иисуса Христа, той историчной Пасхи, якую мы отзначали, святкавали минулую неделю. Больше, конечно, сегодняшняя неделя, сегодняшняя антипасха, это тая самая Пасха нашего Господа, але якая адбылася трошки пазней, 8 дзён пазней пасля Пасхі гістарычна, і менавіта у жыцці
пэўнай асобы. І што ж гэта была за асоба? Гэта быў апостол Тамаш. Гэта быў апостол Тамаш. Ён не быў з усімі іншымі апостоламі у той момант, калі з'явіўся воскреслый Христос і стаў пасярод іх. Тамаш настолькі моцна перажываў смерці Господа, што не быў в стане прыняць радостную новину, что Господь воскрес. Дорогие браты, дорогие сестры, сябры, сегодняшняя неделя называется так само неделей милосердности. Так хотел Святый Отец Ян Павел II, как менавіта у гэтую неделю после Пасхи мы святкавали Божию милосердность. И калі мы далей будем созерать сённяшнюю евангельскую сцену, то зразумеем чаму. Бо наш Господ Иисус Христос чыніць акт милосердности у дачыненні апостола Тамаша. Чыніць акт милосердности, бо объявляя ему свое воскресение. Дорогие сябры, то же самое и наш Господь чыніць у дачыненні кожнага з нас. Бо кожному з нас Він объявляє свою милосердность, свое воскресение у сердце. И, быть может, мы не сустракаем Господа так, як ми зустрічаємо інших людей. Але ми можемо, кожен з нас може зустріти Ісуса у своїм серці. Праз Євхаристію, праз розважання Святого Писання. Хай Господь нас натхняє у гэтай Євхаристії. До того, каб ми зрозуміли, що асабістая сустрэча з Ім – гэта и есть акт милосердности в дачыненні нас. Аминь. Христос воскрес! Сапраўды воскрес!